3 года назад вот сделали бочку, вот колодец, вот мы собираем с дождей воду, мы выпьем, вот корову даем, вот расход вот это. Гапар Салимов живет в поселке Бустон-1, который находится всего в 20 километрах южнее Душанбе. Несмотря на близость таджикской столицы, здесь нет водопровода. В своем дворе Гапар построил небольшой резервуар для воды на 7 тонн, который зимой заполняет при помощи нехитрого стока с крыши дома. А вот летом воду приходится привозить на осле или покупать. За 5 тонн питьевой воды он платит около $10 в национальной валюте. Для него это дорого. Гапар и его жена живут за счет выращивания скота. Откорм 4-5 бычков дает им возможность прожить год. Вот бочка нашел, вот сварили, бочка сделаем, с крышкой открыли, вот дожди, воду собираем дожди. Воду для скота семья Гапара хранит в металлических бочках, в основном самодельных, ставя их у каждого стока. Ну, практически у нас в каждой семье, в каждом доме такие бочки стоят. Таким образом, да, живем. Ну, экономим воду. Капля вода там не должна лишней расходоваться. Каждая капля там дорога нам. Сосед Гапара Ойбек отлил из бетона самодельный резервуар, вмещающий до 30 тонн воды. Но, к сожалению, он ни разу не смог заполнить его до краев. Вода стоит слишком дорого для него. Ойбек покупает в среднем до 10 тонн живительной влаги. И этого его семье хватает на месяц. Здесь у нас народ сам провел водопровод, постарались и снизу воду пустили. Для огородов это. Чистой воды нет. В поселке Варзубьон местные жители сами проложили водопровод. Вода, поступающая по нему, годится только для полива. Питьевую, как и в соседнем кишлаке, они покупают. Резервуары от 3 до 5 тонн стоят у каждого дома. В 2011 году 48,6 населения Республики Таджикистан имел доступ к чистой питьевой воде. В данное время, значит, 57,6% населения имеет доступ к чистой питьевой воде. На территории Таджикистана формируется более половины водного запаса всего региона, но обеспечить водой собственных жителей не получается. Строительство линий и поддержание их в рабочем состоянии требует денег, которых попросту нет. Чтобы подавать чистую питьевую воду всей стране, необходимо более $2 миллиардов, говорят чиновники. Годовой же бюджет страны ненамного превышает эту цифру. Проблему можно решить только привлечением иностранных инвесторов и доноров, уверены эксперты. А сколько населения будет вот этих Исфара, Канибадам, значит, Бустон, Гулистон, Харок, Чкалск, вот и Стеклол, эти города, более 1 200 000 человек будут обеспечить чистой питьевой водой. Проблемы с водой есть не только в сельской местности, но и в городах. В большинстве крупных и средних населенных пунктов страны линии водоснабжения строились еще в советское время и постепенно приходят в негодность, несут угрозу для потребителя. Там скапливается грязь, ржавчина и осадки. В этом году в стране будут завершены 4 проекта по восстановлению систем водоснабжения и строительству новых в 17 городах, которые оплачивают международные финансовые институты, такие как Европейский банк развития. Общая стоимость проектов порядка $70 миллионов. Мы сейчас стараемся делать, значит, такие трубопроводы, которые они служили долго, во-первых, и во-вторых, мы стараемся все это делать, чтобы водоснабжение не зависело от электроэнергии. То есть вот поэтому мы значит, был это дорогостоящий проект, но мы это сделали, чтобы он был самотечным. В этом году Таджикистан должен заключить контракты на сумму, превышающую $200 миллионов для решения проблем водоснабжения. Донорами выступят европейские и азиатские банки, а также японское агентство по развитию JICA. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.